Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 12 апреля. Это у нас будет среда. Смотрим все знаки зодиака по очереди от овнов и до рыбок. Я смотрю по 6 знаков в двух частях. Начинаем с овнов. 12 апреля, среда, события для овнов. Подсвечник, надежда. На что-то будете надеяться в среду с утра. Будильник, надежда не опоздать. Да, то есть куда-то успеть в определенное время. Якорь нельзя. Обман еще есть по вертикали, по горизонтали нет совпадения, по вертикали обман, маска. И рыбу нельзя. Значит, смотрите, у вас получается всего 3 события в этот день. Надежда, да, с утра, время. То есть какая-то проблема может быть со временем в этот день. И вечером, это будет, скорее всего, с утра, а вечером может быть обман. Да, то есть кто-то будет в маске, попытается вас обмануть. Поэтому вам надо быть в этот день осторожным. 2 предупреждения: время и обман. Вот такие советы для вас. Овны, благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Смотрим тельцы. 12 апреля. События дня для тельцов. Покажите мне среда. Луна. События, которые повторяются каждый месяц с вами. Могут даже даты совпадать. Застолье. Может быть, вы раз в месяц с кем-то встречаетесь. Свидание. Свидание может быть, застолье. Посещение госучреждения, казенный дом. Конфликт. Казенный дом, конфликт. Подарочек. Опять же, рядом с казенным домом ложится, да, то есть госучреждение. И общение с друзьями. Так, смотрим горизонтали, вертикали. Будильник нельзя. Яблоко нельзя. Здесь нет. Смотрим здесь. Нет, нет, нет. Весы. Весы — это у нас выбор, да, то есть колебания между 2 вариантами. Ну, здесь нет.
Получается в этот день событие, которое повторяется каждый месяц, да, то есть какое-то цикличное застолье в этот день, свидание, приятное общение, посещение госучреждения, подарок, конфликт, друг, возможно, конфликт может быть с другом. Ну, тут, видите, конфликт, в принципе, лежит одинаково и от госучреждения, и от друга, поэтому он может быть и здесь, и здесь. Ну, в принципе, он может быть и на застолье, то есть тут, в принципе, одинаковые расстояния. В общем, где-то будет конфликт, общение с другом будет, и вы будете стоять перед выбором в этот день. Так что вот такая информация для вас. Выбор, да, то есть пойти на свидание, да, то есть или пойти на встречу с подружкой, с другом, может быть. Может быть, из этого и конфликт. Вот такие вот события у вас в среду. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к близнецам. Близнецы, смотрим. 12 апреля. События дня для близнецов. Деловое общение. Печаль. Застолье. Якорь, остановка, фиксация. Не вижу я ни горизонтали, ни вертикали для вас. Диагоналями мы не соединяем, да, то есть я надеюсь, вы помните. Значит, смотрим 4 события, получается. Деловой разговор, застолье, разочарование, печаль и якорь, остановка. Да, ну, якорь просто показывает, что вторая половина дня, скорее всего, она какая-то вот бессобытийная такая, то есть ничего не будет происходить, вы где-то будете в одном месте. Так что вот такой денек у вас будет, да, то есть с одной стороны парочка событий, да, со знаком плюс, ну и парочка со знаком минус, поэтому 50 на 50 денек. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Смотрим, раки. 12 апреля, среда. События дня для раков. Солнышко у вас выпадает, радость, хорошее настроение, может быть, с утра. Получение какой-то информации, новости, посылки.
Змея. Общение с неприятным человеком, который может как-то обидеть, ужалить, сказать что-то неприятное. Еще это может быть врач. Да, смотрите, рядышком выпадает человек в короне, да, то есть человек, имеющий какую-то крупицу власти, да, то есть, ну, как врач в больнице, например. Ну, или же другой вариант, да, то есть если это какой-то влиятельный человек, например, там, не знаю, преподаватель в университете, не знаю, там, учитель в школе у ребенка, да, то есть, то змея может показывать, что он будет вести себя как-то ядовито, да, то есть говорить что-то неприятное. Печаль нельзя. Домик. Событие в доме может быть. Еще пропустила расческу, это неприятность. Неприятность. Опять же, скорее всего, какая неприятность? Да, то есть это вот эта змея, так как они лежат рядом, это и будет неприятность. Тайное свидание. Тайная встреча. И конфликт еще. Угу. Ну, здесь однозначно, да, то есть здесь будет конфликт, да, то есть змея, человек что-то скажет обидное, а вы не стерпите, да, то есть и будете отвечать. И конфликт будет с каким-то человеком таким важным. Значит, смотрим, что у вас получается. С утра хорошее настроение будет, да, пока вот змею не встретите. Солнышко, хорошее настроение, получение какого-то документа. Дальше происходит неприятность, да, то есть происходит какая неприятность? Конфликт со змеей, да, то есть с каким-то ядовитым человеком. Но у этого человека есть, да, власть, есть какое-то влияние, поэтому он, возможно, себя так и ведет, или она. Дальше показывает, у вас может быть тайная какая-то встреча, свидание в этот день. И может быть событие, мероприятие дома. Какое-то еще тоже. Ну вот, такой день, да. То есть есть предупреждение, что может произойти неприятность в виде конфликта. Так что, если не хотите ругаться ни с кем, старайтесь, да, вот, не реагировать тогда на такую змею. Благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Смотрим, левушки. Двенадцатое апреля. События дня для львов. Корона. Общение с представителем закона власти. И тут же выпадает казенный дом. То есть, скорее всего, с этим человеком будете общаться в каком-то госучреждении. Смотрите, это может происходить каждый месяц. Луна показывает, да, то есть каждый месяц вы ходите в какое-то госучреждение, с кем-то там общаетесь. Может быть, какие-то документы сдаете, что-то оплачиваете. Надежда. Надежда, понятно, да, на то, чтобы все прошло нормально. Угу. Маска. Маска показывает, что вас могут обмануть в этот день. Ожидание. Возможно, тут придется подождать в этом госучреждении. Видите, выпадает ожидание, надежда. Угу, смотрите, нерешенный вопрос. То есть, скорее всего, что здесь вопрос решить не получится, потому что выпадает цепь.
а ножниц нету, видите, половинки далеко. Угу. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, что получается. Показывает, что вы попадете в госучреждение, будете общаться с каким-то влиятельным человеком. Это происходит с вами каждый месяц. Но в этот раз, да, то есть придется подождать. То есть не получится все 12 апреля сделать. Да, то есть ожидание, надежда. Надежда есть, но показывает, что цепь показывает, что ну, не получается. То есть как бы вы там не хотели, не получается. И есть еще маска, обман. Тут я не знаю, то ли вы тут будете хитрить, пытаться, да, то есть каким-то другим методом решить этот вопрос, либо, возможно, вас обманывают, да, из-за этого как-то вот дело затягивается. В общем, будьте начеку в этот день, потому что маска выпадает. Вот такая информация для вас, левушки. Больше я бы даже сказала, наверное, предупреждение, чем информация. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Смотрим, девы. 12 апреля. События дня для дев. Покажите мне, что будет у них. Ножницы. У вас может решиться какой-то вопрос в этот день, в среду. Шарики нельзя. Надежда. Ой. Надежда. Конверт нельзя. Ожидание. Пустые разговоры. Застолье. Возможно, пустые разговоры на застолье. Победу нельзя. Выбор. Весы. Колебания, сомнения. И здесь нет. Значит, смотрите, что у вас получается. Показывает, что у вас решится какой-то вопрос, ножницы. У вас будет надежда на что-то в этот день. Надежда и ожидание чего-то. Будет застолье, пустые разговоры, и вы будете стоять перед выбором. Ну, вот такой день. В принципе, из минуса только ожидание. Да, то есть остальные события, ну, ожидание и выбор тоже не всегда приятно делать. Иногда когда вот весы показывают такой выбор, очень сложно. Да, то есть два варианта, и между ними вот хоть разорвись. Вот такая информация для вас, девы. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будет во второй части видео. Ссылочку я оставлю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, выбирайте свой знак и увидимся во второй части.